В этом году россиянам предстоит впервые заплатить налог на проценты по вкладам. Причем не только суммой в 1 миллион рублей, о чем ранее говорили, но и ниже. Под налогообложение попадает доход по депозитам с суммой от 700 тысяч рублей. Кому осенью 2022 года придут извещения, расскажет Дарья Вологжанина. Де юре налог на проценты от вкладов действует с 1 января 2021 года. Но впервые россияне оплатят его в 2022. Новый налог коснется не только тех, у кого в банковской кубышке миллион и больше, но и тех, кто удачно положил на вклад даже 700 тысяч рублей. НДФЛ будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам в российских банках. То есть россиянин может иметь множество небольших вкладов, выплаты по которым суммарно превысят 42,5 тысячи рублей. Если процентный доход от вкладов в банках получен выше необлагаемого процентного минимума, то, соответственно, все, что свыше, будет облагаться налогом в размере 13%. Самостоятельно рассчитывать сумму налога не требуется. Мы получим не позднее 1 февраля этого года сведения от банков. Налоговые органы уже будут самостоятельно рассчитывать налог и предъявлять его к уплате налогоплательщикам. Банки самостоятельно будут передавать данные о доходах налоговикам. Клиенту декларацию подавать не нужно. Новый налог придет в едином уведомлении с земельным, транспортным и на недвижимое имущество. Сумма процентов, начисленных вкладчику за год, будет определена искусственным интеллектом. Оплатить ее необходимо до 1 декабря. Рассмотрим простой пример. У Андрея есть 750 тысяч рублей, но он не против заработать еще больше. Нашел выгодный вклад в одном из российских банков. Положил свои 750 тысяч, например, под 8%. За 12 месяцев процентов накапало 60 тысяч рублей. Ключевая ставка Центрального банка на 1 января 2021 года составляла 4,25%. То есть необлагаемый процентный доход физического лица за год 42,5 тысячи рублей. Как узнать, какой налог заплатит Андрей? Из полученных 60 тысяч необходимо вычесть 42,5 тысячи рублей. А уже от этой суммы высчитать 13% НДФЛ. В результате сумма налога, которую уплатит Андрей, составит 2275 рублей. Проценты по валютным счетам будут перерасчитываться в рубли по официальному курсу Банка России. Стоит отметить, что изменение размера валютного вклада из-за колебаний курса при расчете НДФЛ учитываться не будет. Кроме того, не будет учитываться и доход по рублевым счетам, процентная ставка по которым в течение года не превышает 1%. То есть, если положить на депозит огромную сумму, например, 1 миллиард рублей под 1%, то 1 миллион дохода, который получится через 12 месяцев, налогом облагаться не будет. Было несколько звонков, клиенты уточняли информацию, когда мы им говорили о том, что налог нужно платить не с суммы вклада, а с суммы процентов по вкладу. В общем-то, все успокаивались, и какой-то паники мы не заметили. Я бы сказал, что популярность вкладов, она растет. Доходность вкладов в 2021 году она увеличилась почти в 2 раза. И люди с гораздо большим интересом стали к этому инструменту возвращаться. Даже те, кто выводил деньги в фондовый рынок, в какие-то инвестиционные инструменты. Напомним, налог на проценты от вкладов для россиян предложил установить Владимир Путин еще в марте 2020 года. Тогда предполагалось, что он коснется граждан, чей объем банковских вкладов будет превышать 1 миллион рублей. Со временем механика расчета, как мы видим, изменилась. Величина вычета пересчитывается ежегодно, поскольку зависит от ключевой ставки. Если для 2021 года это 42,5 тысячи рублей, то для 2022 в 2 раза больше – 85 тысяч рублей. Дарья Вологжанина, Олег Костромин, Олег Жуковский, телеканал Юрган.